Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в магазине цветов «Кактус». Рядом со мной находится хозяйка Дарья. И мы решили посвятить этот выпуск программы, конечно же, замечательному празднику 8 марта. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте еще раз. Ну и, конечно, говорят, цветочная тема, тема флористики – это такой, знаете, мир, в который окунуться, мне кажется, должен каждый человек, Да, будь то абсолютно женщина, верно. будь то мужчина. Мужчина. Да, и сегодня наш эфир будет полезен и как мужской части нашего зрителя, так и женской половине. Да. Сегодня мы дадим советы по сборке цветов и по уходу за ними. Да? Да. Вот, ну начнем мы с чего? С самого, наверное, классического. Да? Да, классика это у нас красные розы. Они популярны во все времена, во все праздники. Они к нам едут из Эквадора в таких пачках. Да. Сейчас откроем. Но вообще считается, что эквадорская роза самая такая, да? Она самая практичная, да, самая красивая, престижная, самая стойкая. Вот такая вот элитный сорт, эксперанс. Так. То есть это считается средний размер, да, роз Да. или нет? Это средняя высота, 60 сантиметров. Вот Классическая. вот. Классика. Да. Хорошо. Так, при выборе розы вообще на что нужно обращать внимание? Потому что, ну, бывает такое, что ты приобретаешь цветок, а на следующий день он у тебя уже все опал, да? Да. Ну, хитрят. Давайте будем говорить, флористы иногда хитрят. Да. Вот человек приходит в магазин и смотрит, в первую очередь, на что обращаем внимание? У хорошей розы что должно быть? При выборе бутона обязательно нужно осматривать весь цветок, начиная от листьев, чтобы не было заплесневевших листьев, пожелтевших. И обязательно пробуем на крепость бутона и свежесть листьев, чтобы они не осыпались и не были черными. А бутон мы, вот крепость проверяем вот в нижней части Только или в вот нижней, здесь? Нет, в нижней части, вот здесь. То есть слегка так прижали, Да. если твердо, то Если всё твердо, хорошо. это очень хороший, качественный цветок, свежий. Чего категорически не должно быть, вот, допустим, на хорошей розе? Вот, допустим. В хороших свежих розах не должно быть вот таких желтых листьев, заплесневевших. Но такое бывает все равно, да? Это как бы? бывает, если розочки внутри все равно заплесневают, потому что запревают. Ну Вот таким вот образом, Вот, да, обратите наглядно тут внимание. есть у нас. Да. Это в пачке, в новой пачке, всего 2 цветочка. Как мы видим, в одном пачке есть 2 цветочка, которые испортились. Ну, ничего страшного, да? Да, есть это только наружные части. Если есть желтое внутри сердцевинки, то лучше такие не брать. Не брать. Да. Хорошо. А вот обратите внимание, я вот знаю, что вот это называется рубашка, то есть вот первые, да, первые лепесточки. Говорят, что если вырвать его, да, то бутон быстрее опадет. Это Да. правда или нет? Да, это правда. Наружные рубашки, они держат весь бутон. Вот эти. Да. То есть их лучше Все лепестки. подрезать или как? Нет, если они наружные ничем не повреждены, не желтые, не черные, не сломанные и не такие кривые, косые, то лучше их оставлять, чтобы бутоны, розочки стояли дольше. Хорошо. Так, ну все, вроде бы мы посмотрели на цветы, красивые, они у них качественные, да. И вот, допустим, молодой человек хочет сделать сюрприз своей любимой и собрать букет вот Да. из роз своими руками. Я, например, бы просто вот так сложила бы и вот так отнесла, да. Но есть же, наверное, какие-то правила по Обязательно. сборке. Да. Давайте мы немножечко поделимся с нашими телезрителями. В флористической сфере есть такое понятие, как спираль. Все цветы ложим и собираем только по спирали, не так... Не параллельно? Нет, не вертикально, не параллельно, а вот именно по спирали. У них должна быть одна точка для связки, чтобы букет не расползался и не распустился. То есть вот так Да. по диагональке складываем, да? Да, по кругу нужно. По кругу. Обязательно. И чтобы листья здесь не мешались, обязательно удаляем все нижние части листьев. То есть на вот этом месте стыка они должны Да, они быть должны, листые. снизу они должны быть голыми, чтобы при попадании в вазу в воду Ничего да, не гнило. ничего не мешало и ничего не гнило.
То есть и вот так вот определенное количество, будь то 100 роз или будь то Да, 10 любое роз. количество. Будет- У нас обычно заведено нечетное количество цветов. Да-да-да. Да. Но это только в странах СНГ. Мгм. Наоборот, в восточных странах дарит четное количество. Да вы что, есть и такое, да? Да, в практикуется? Корее, в Японии. Они любят. Это в пределах нормы. Мгм. Да, у них нет такого понятия, что 2 штуки это усопшим, 3 штуки это Ну, то есть для вот так живых. вот, да. И, соответственно, вот таким образом образуется вот такая круглая шапочка, да? Да. То есть только если вы делаете это в правильном... только в правильной технике обязательно должна быть спираль. Вот так. И таким образом, очень незамысловатым способом собирается букет ежедневно. Да. У вас, да, ежедневная такая приятная работа, да, хлопоты такие, да? Ну, приятно, но в то же время очень физически сложное, потому что флорист каждый день в течение всего дня он стоит на ногах. И обязательно руки очень должны быть крепкие, вообще здоровье должно быть очень хорошее, Дарья, а вы- физически подготовленные. А вы как давно стали флористом вообще? Вот какой у вас опыт? Интересно просто. Так, я во флористике с 2017 года. Да, вы что? Вот такой огромный опыт, 17-го. да? Да, ну не такой большой, огромный. Есть, у которого вообще по 20 лет опыт. Да. А сейчас, сейчас очень модно стало Да. именно флористика как профессия. Мгм. Да. Хорошо, вот за такой приятной беседой мы завершили процесс сборки, да? Вот, значит, основное правило здесь одно, товарищи. Собираем все по спирали. Да, обязательно по спирали. Тут у нас 25 штук. Вот такой шикарный букет получается, да? Я вот, честно говоря, любитель просто вот таких классических букетов без добавления лишней мишуры, лишних пакетов, лишней обертки, лишних каких-то украшений. Мне кажется, вот это самый беспроигрышный вариант, он понравится всем, согласитесь? Да, обязательно, потому что сейчас очень остро стоит проблема экологии. И сейчас очень тренд такой именно экологичный идет. Да. Поэтому я тоже рекомендую своим клиентам приобретать цветочки без упаковки. По сути, упаковка для букетов, она идет как транспортировочная, чтобы по дороге бутоны не осыпались и при транспортировке не подвергались каким-то механическим действиям. То есть и все просто. Здесь мы просто подвязываем ленточкой, да? Да. И, в принципе, все. И затем уже обрабатываем. Обязательно делаем срез, укорачиваем, чтобы было эстетично красиво. Все это делаем обязательно под углом, да? Ну, мне кажется, Обязательно. это золотое правило Да. знают все, да? Практически все должны знать об этом. Вот так. Смотрите, как ловко ударив все Очень получается, аккуратно, да, чтобы очень было красиво, все ухожено, без никаких лишних иголок, без шипов, без листьев. да? А вот у меня вопрос только, Дарья, скажите, пожалуйста, почему-то вот в последнее время розы идут без шипов. Это нормально или это что-то Нет, какие-то странные какие-то сорта пошли? Да, это определенные сорта, которые выращиваются именно без шипов, но есть садовые цветы, садовые розы, которые прям очень-очень Игольчатые. да, игольчатые, прям начиная от бутонов до конца стебля, они все, да, и листья тоже у них очень такими Это на любителя, в общем. с острыми шипами. То есть на любителя, так Да. сказать, да? Хотите розу с иголками, ищите определенный сорт, да? Так, ну, допустим, все-таки, если вдруг мы отправляем это все дело на... Да, сейчас все равно мы отправляем. Вот как правильно с бумагой это работать тоже, да? Как-то же надо тоже по каким-то правилам это делать? Ну, я рекомендую такие крафтовые бумаги, которых можно утилизировать, сдать в переработку. Да. И здесь еще все так по теме, видите, у нас кактусы, да, мы же находимся в магазине цветов кактусы, то есть такая стилизованная упаковочка, так Да. сказать. Аккуратно срезаем. Окей.
Я люблю, когда все лаконично, все так стильно. И мы складываем. Обратите внимание, как мы сложили ее, да? Да. По диагонали. По диагонали, Да. но слегка тогда. Чтобы закрепить наклоном. бутоны, и чтобы здесь, когда мы будем делать связку, она не мешалась. Я обращаю внимание, что это только транспортировочная бумага. Это не несет никакой декоративной части. Дарья у нас за экологию из своих букетов, да. Даже так очень красиво и стильно выглядит. Да. Да. Потому что все равно, когда дарят букеты, их обязательно разматывают и ставят в вазочку с Да. водой, и упаковку, как правило, выбрасывают. И вот хотелось бы узнать, ну все-таки вот красивый букет получила, отстояла на тебя недельку, и какие-то бутоны роз стали опадать. Да, Такое, есть такое. конечно же, случается. Несмотря на то, что мы их каждый день подрезали, кстати говоря, как Да. часто нужно подрезать? Каждый день, Каждый день по чуть-чуть. подрезать на полсантиметра, сантиметр. Вот так, да? Под Хорошо. острым углом, Под острым углом. обязательно острым ножом. Хорошо, ну и, допустим, секатором. короче говоря, у нас упала головка, да? Да. Как реанимировать наши красивые розы? Вот на примере этой розочки, сейчас вот он у нее мягенький бутончик. А вот здесь мы Да. прощупали, все. Мгм. Это очень мягкий, он уже полностью испарил свою влагу. Знаете, Листья все опали, это уже будет говорить о том, что ваша розочка стоит уже 3-4 день. да, вот знаете, я в лайфхаках видела множество. Видела даже, что их замачивают в ванне. Просто вот кладут туда, они там лежат в ванне. Потом я видела, еще есть вариант, на бумагу, газету берут, очень ее сильно Влажно. замачивают в воде и вот так прям заматывают розочку, и лежит она обмотанная холодильнике. в холодильнике. Такое тоже было? Или это Такое. все старый век? Нет, точно так же делают, Ага. но я обычно рекомендую и сама тоже так дома делаю частенько. Это в вазочку добавляем прям до самой практически высоты холодной воды. Подрезаем под острым углом обязательно, и чтобы вода достигала прям до бутона. То есть Да, аж вот так должна быть вода. да. И в этом случае она вновь поднимется? Она практически 100% поднимется. Вот Да. такой лайфхак. То есть, смотрите, вода должна быть вот до такой высоты. Потому что если в ванну закинуть, между лепестками будет вода, и она сразу будет гнить прямо из бутона. То есть А если вот так, да, до горла будет стоять в холодной воде, через полдня она у вас уже поднимется, и также будет стоять. То есть это идет за счет того, что полностью весь стебель в воде, да? И насыщается обязательно все листья нужно догола все убрать, потому что они тоже дополнительную влагу в себе берут. А нам нужно, чтобы бутончик у нас встал. водой? Вот так вот. И теперь давайте поговорим о сборке таких комбинированных букетов, да, где у нас есть множество цветов, да, различных. И мы попробуем собрать с вами такой небольшой, но очень красочный и пестрый букет. Да, давайте. За основу мы возьмем такую маленькую коробочку. Обязательно внутри должна быть флористическая губка, вот такая вот «Оазис» называется. Они это же фирма. продаются, да, они Да, везде это продаются, отдельно да? продаются, можете сами купить, сами это дело все делать. Берем воду. Желательно, чтобы вода была комнатной температуры, не такая холодная, не горячая. Губку мы вырезаем до того, как она намокла, или после? До того, потому что в сухой губке легко можно сориентироваться. Так немножко нажимаем, и тут у нас отпечатывается, остались да, следы. отпечатывается след, и по этому следу мы ее спокойно отрезаем. А губки, они есть разных таких вариантов, или классика, она одна? Это классика, это стандартный размер. Есть еще в форме круга, в форме сердца бывает. Ну, это чисто декоративное. А так стандарт вот такая вот. Хорошо. Чтобы упаковка
чтобы губка обязательно была ровная. Мгм. Потом мы ее Опускаем. наполняем водой. Мгм. Мы ее просто ставим в воду и ждем. То есть не надо Ме- ее туда Нет, заталкивать. не надо её- механически на нее никак не воздействуем, не давим сверху, воду не поливаем. Она через некоторое время сама наберет достаточное количество воды и упадет на дно. Да, но мы пока За вот- это время мы будем готовить основание, нашу коробочку для дальнейших манипуляций. Для этого мы берем прозрачную пленку, отрезаем. Иногда бывают такие коробки уже готовые вместе да, с то есть пленкой. водонепроницаемые, так А сказать. сейчас мы будем делать свою. Ну, это очень достаточно такой простой, да, примитивный процесс. Ой, мне опять захотелось туда нажать уже, чтобы она быстрее намокла, но я знаю, что этого делать нельзя. Автоматически просто хочется ее поторопить. Сейчас Так. смотрим, она уже практически наполнилась водой. Это занимает минуту-две. Да. Вообще, мне кажется, это чудо такое, да? Изобретение для флористов, да? Что Это бы мы делали без этой губки, да? сливаем лишнюю воду, Мгм. ставим в нашу коробку. Вот так вот. Наша база готова, да? Газ готова. Лишнюю убираем, чтобы она не мешалась нам. И сейчас будем собирать композицию, да и из довольно таких простых цветочков, но которые очень долго стоят. Хорошо. Так, Это- советы, значит, да? Да. Какие цветы простоят дольше всего? Это хризантемы, Мгм. это гвоздики, это альстромерии и это декоративные ягодки. Так, вот обратите внимание, те самые красные гвоздики, которые приняты были, Дарить да, ну, на так, 9 мая. да. Сегодня они приобрели вот такие различные, да, нюдовые оттенки, да, такие цвета, очень и сейчас модно. они очень модны, кстати говоря. Да. Поэтому, дорогие мужчины, если хотите удивить своих женщин, подарите им просто большой букет Букет из гвоздик. гвоздик. Это будет очень креативно, и, кстати говоря, вы будете в тренде, как говорит Будет молодежь, да? очень долго стоять. Да. Сперва мы заполняем наше пространство зеленью. Ага. Это называется стаффаж. Это мы делаем объем. И сперва делаем... То есть вы советуете вот этот декор использовать в начале, а обычно я видела, что это делают в конце, добавляют. А вы все-таки говорите в начале, Нет, да, зелень лучше делать заранее, чтобы видеть наполнение и смотреть, как будем наполнять все пространство. Ну, ее тоже много не надо, да, дорогие друзья? Да. Чтобы... Чтобы самое переборщить, главное для композиции, все снизу должно быть чистое. Мгм. Вот так. Вот так. Основная высотой у нас будет вот такая вот. А, то есть еще надо следить за этим, да? Да, обязательно. За пропорциями Мгм. букета. Просто так не втыкаем ничего. Мгм. Потом идет основная. Это будет у нас, за основу мы возьмем хризантему. Хризантемы сколько Хризантема. стоят вообще? Хризантемы стоят до недели. Мгм. У некоторых, может, месяцами, если у них прохлада, или на подоконнике стоят. Вот так. Отрезаем, и все обязательно должно быть под углом. Да, отрезано должен быть. Да. Заполняем наше пространство. Это будет у нас основа. Мгм. То есть вообще, по сути, хризантема же, она такая, тоже классика же, да, это? Да, это классические. Иногда говорят, что это бабушкинские цветочки, но очень заблуждаются, потому что сейчас на хризантемы очень такой тренд идет. Их даже красят в всяк разные цвета. Да. Да, А прям вот, такие космические цвета бывают. да, кстати говоря, вот про покраску. Многие считают, что если цветок крашеный, значит, он не будет стоять долго. Это правда или нет? Не скажу, потому что я вот в своем опыте покрасила гвоздику. Заказала белую гвоздику, заказала краску специальную для цветов. Я ее покрасила, и она у меня стояла 2 недели. Вот Ну, правда, так вот, в да? холодильнике, но все равно. Зависит Да, от- поэтому, не знаю, нет,
такого, что крашеные обязательно должны быть нестойкими. Так, ну хризантему мы взяли за основу, да? Да. Беленькую хризантему, и здесь нужны уже какие-то яркие. Сейчас уже наполняем Акценты. Да, акцентами. Мгм. Я вот очень люблю альстромерии. Да, вы уже сказали. Они очень-очень долго стоят. А- Они стоят дольше даже, чем хризантемы, Да вы что? до 2 недель. Вот такие, да, они? Мгм. Берем на Такие. заметку. Хорошие такие. Они очень гипоаллергенные, без запаха, похожи чем-то на лилию. На лилию, мелкая Да, лилия. Мелкая лилия. Мгм. А есть ли такие цветы, которые друг с другом вообще не сочетаются во флористике? Вот, допустим, нельзя их в один букет, они друг другу каким-то Да. образом навредят. Есть. Это что? Это среднего класса цветочки и высокого класса цветочки. А это что, к Да. примеру? Это, Интересно например, слышать. пион и хризантема. Они не будут Они, стоять. они не соответствуют своим значениям Мгм. по статусу, и их вообще категорически даже запрещено вместе ставить. Но это А имеется это в виду... какое-то золотое правило, или это все-таки имеет какое-то, ну, функциональное значение? То есть нельзя. Нет, а это зависит от сорта. Например, если вот такая вот обычная простая хризантемка, ромашковидная, либо игольчатая, то ее обычно не ставят. С такими красивыми цветочками, как пионы, гортензии, ранункусы, анимоны. То есть это другой Да. статус, это другие цветы. Но есть очень такие красивые хризантемы, одноголовые, прям шикарные, такого глубокого цвета, очень модного, то их можно вперемешку тоже можно поставить, да? только в большие букеты. Большие букеты. Да, вместе их компоновать, до букета составлять, это вообще не рекомендуется. Сейчас мы ставим гвоздички, тон кальстромерия. Гвоздичка – это цветок второго порядка. Он должен стоять ниже, чем такие вот завышенные цветочки. Вот Да, еще. она просто заполняет пустое пространство. Пустоты, да? Да. Так, то есть гвоздика у нас сидит поглубже, да? Да, да. А самые красивые цветы, они должны быть Такие выше, вытянутые цветы, они должны быть выше. повыше. Да. Вот это основное правило, да, которое, мне кажется, должны преследовать все, кто работает с губкой по составлению букета, да? Обязательно. А то можно поставить так, что гвоздика будет торчать выше, чем Да. красивые цветы. Это, наверное, главная ошибка. Она не должна так стоять. Она должна там в глубине быть. быть. В глубине быть должна. Все понятно. И обязательно должна быть компоновка цветов, которые идут круглого диаметра. Это у нас раскидистые цветочки. Они Вот такие. да, заполняют пространство, а они одиночные. Поэтому их нужно группировать. Либо ставить 2 ряда вместе. 2 рядом да. гвоздички. Их не надо ставить прямо в прямоугольник, такие правильный треугольник. Это будет очень так нелепо смотреться, как Эстетически некрасиво. да, как треугольник. Да, поэтому лучше поставить их где-то вот 2 рядышком, одну 2 туда, рядышком, одну здесь. Все. То есть не надо каких-то там правильных форм никаких. И все это дело мы будем дополнять. Вот чем мы добавляем? Это что у нас? Это декоративные ягодки. А она должна быть в гиперикум. воде? Да, она в воде, это она живая. Она живая. Мгм. Мы ее просто будем распределять. Она тоже должна быть, наверное, где-то в кучке, да? В одном Да. месте. Мгм. Так, а вы вот как флорист говорите, у вас одни из самых любимых цветов это что? Это у меня альстромерии идут, ирисы. То есть примерно одного плана. Ирис же тоже похож, да? То есть вы любитель таких. Ну, такие более полевых таких растений. Нашему букету чего-то не хватает, да? Или у нас все закончено? Такая нежная, легкая, воздушная. Я люблю, когда есть воздух в пространстве. Когда ее зажимает, она быстро запревает внутри. То есть лучше Да. не переборщить, а оставить Лучше нет. пространство. Да, обязательно. Мгм. Она должна быть легкой, воздушной. В преддверии весны, 8 марта, можно добавить какие-нибудь весенние, именно тематические. Например, это для воздушности можно добавить вот такую вот легкую. Ой, это что такое? Да, как перья, это и называется гениста. У нее такой легкий аромат. Ой, Да. какой замечательный. Можно ее Запах. добавить, чтобы было воздушно. Да. Одной веточки достаточно. Одной да? веточки достаточно, потому что она очень
такая воздушная, махровая. А давайте немножечко еще пару советов по уходу за Да. самыми главными цветами. Основными да. цветами 8 марта это у наши- нас тюльпаны. Вот. Все автобусы скоро будут стоять в городе, просто напичканные вот тем самыми тюльпанами. Ну и, конечно, этот цветок, он такой, знаете, мне почему-то казалось всегда, что если дарят тюльпаны, то все это день-два и все. Есть тюльпаны российского производства, и Мгм. есть тюльпаны турецкого и голландского ассортимента. Но в любом случае тюльпаны я рекомендую, вообще рекомендуется ставить в минимальном количестве воды. А, вот Да. так вот, поменьше Если водички. да, у вас ваза такого объема, Мгм. то доливаем в вазу всего на 5 сантиметров, на 3, Мгм. на 3-5 сантиметров. Тюльпаны обязательно срезаем острым ножом, либо канцелярским ножом под прямым углом. Да. Вы обратите внимание, дорогие друзья, Не косой. тюльпаны не должны подстригаться под острым углом, да? Да, только под прямым углом. Вот таким вот образом. И все. И так мы их подравниваем. Подравниваем каждый день. Потому что тюльпаны имеют свойство вытягиваться и расти в таком состоянии. Мгм. Когда она раскрывается, она очень такая вот красивая. Мгм. Есть такие тычинки маленькие, желтенькие. Ну что, дорогие друзья, вот на такой замечательной весенней ноте мы завершаем наш эфир. Дарья, мы вновь благодарим вас. Конечно, я даже в глубине души завидую вашей работе, потому что вы всегда в красоте, вы всегда в замечательных, знаете, ароматах. У вас, Да, очень ароматно. да, у вас очень красивая красиво. студия, у вас всегда здесь какое-то такое прекрасное настроение. Ну и, конечно, мы давайте поздравим всех жительниц нашей республики, да, с потрясающим праздником, с 8 марта. Женским днем, с нашим прекрасным праздником, приходите в магазин цветов, получайте подарки с любовью, с благодарностью и ухаживайте за своими цветочками. Ну а я хочу обратиться к мужскому полу. Дорогие мужчины, дарите женщинам цветы.